Добрый день, участники нашего вебинара. Тема сегодняшнего нашего вебинара – программа устранения двигательных нарушений у детей с задержкой психического развития на занятиях адаптивной физической культуры. Подготовительная к школе группа. Какой же целевой раздел программы? Сначала пишется пояснительная записка. В детский сад с нарушением опорно-двигательного аппарата ходят и дети с задержкой психического развития. Хотя и в каждой группе есть такие дети. В группе для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата есть детки с задержкой психического развития. Что такое задержка психического развития? Это сложное нарушение, при котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития. Наряду с нарушениями психического развития у многих детей встречаются нарушения двигательного характера. К ним относятся нарушение осанки, плоскостопие и недостатки моторики руки. Нарушение осанки является частью полиморфной патологии у большинства детей с ЗПР. Осанка у них, как правило, патологически формируется с самого раннего детства, что связано со слабостью мышечного корсета, неудовлетворенным состоянием костной системы, неравномерностью развития физиологических изгибов позвоночника. Все это вызывает деформацию и нарушение нормального физиологического функционирования внутренних органов и систем, в том числе сердца, позвоночника и легких. На формирование плоскостопия сказывается слабость костно-мышечной ткани. Уплощение стопы нарушает опорную функцию ног, что сопровождается изменением костного скелета таза и позвоночника. Моторика рук страдает из-за недостаточного развития мышц предплечья, кисти руки, пальцев. Нарушена координация движения пальцев, предплечья и плечевой части пишущей руки. Дети этого возраста еще плохо ориентируются в пространстве. Большинство путаются в таких понятиях, как право и лево. Наличие таких двигательных нарушений и побудило к написанию данной программы. Программа рассчитана для детей подготовительной группы. Особенностью данной программы является то, что на каждом занятии ребенок превращается в какое-нибудь животное, подражает его движениям, повадкам, и через выполнение таких двигательных процессов у ребенка укрепляются мышцы спины, живота, рук, ног, что способствует укреплению осанки. Почему в программу включены подражательные движения? Да потому что это самый доступный для ребенка вид движения, а особенно для ребенка с задержкой психического развития. Ребенка надо заинтересовать, надо смотивировать его выполнять то или иное движение. Под монотонные раз, два, три ребенок не будет выполнять упражнения. Помнить надо и о том, что у ребенка с ЗПР неустойчивое внимание. Одни дети гиперактивны, а другие, наоборот, очень медлительны. Выполнение подражательных движений, на мой взгляд, это удачный способ найти подход к ребенку. Отождествляя себя с разными животными и птицами, ребенок начнет подражать их повадкам. Подражательные движения легче освоить, если время от времени понаблюдать за животными, которых он хорошо знает, а может, стоит сходить в зоопарк или посмотреть фильм о жизни животных, увидеть, что кошка – это гибкость, а лев – это сила, слон – это мощь, а змея – это хитрость, муравей и пчела – это трудолюбие. Использование музыкального сопровождения и игрушек, просмотр видеороликов о жизни животных помогают ребенку войти в образ животного, и ему будет легче выполнять то или иное упражнение.
Что же предполагает программа? Последовательное формирование у детей привычки сохранять правильную осанку. Для чего нужно, вот в программе, в структуре занятий есть вводные части проверка осанки. Для чего мы проверяем осанку? Для того, чтобы у ребенка сформировать привычку сохранять правильную осанку. Когда ребенку скажешь, у него сформированная вот эта вот привычка, когда ему скажешь, сядь красиво, проверь осанку, ребенок моментально исправит свою осанку. Он сядет красиво, он встанет красиво, потому что у него формируется в процессе проверки осанки, в процессе такого звукового напоминания у него формируется привычка сохранять правильную осанку. Умение выполнять подражательные упражнения, укрепляющие осанку. Умение пользоваться различными спортивным оборудованием. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Реализация программы осуществляется на основе ведущей игровой деятельности детей дошкольного возраста. Целью программы является сохранение и укрепление здоровья детей с задержкой психического развития. Что для этого надо? Это создать условия для устранения двигательных нарушений у детей с ЗПР, сформировать у них навык контроля за функционированием своего организма, контроль за осанкой, умение правильно выполнять дыхательные упражнения, воспитание интереса к правильному выполнению упражнений, использование упражнений подражательного характера, использование гимнастического оборудования, воспитание телесной рефлексии, знание своего тела. Ведь иногда бывает такое, что скажешь ребенку, подними плечики, а он даже не знает, где у него плечи находятся. Воспитание стремления к здоровому образу жизни. Содержательный раздел программы. Программа предлагает проведение занятий 1 раз в неделю, в год 36 занятий. Каждая тема рассчитана на 2 занятия. Это обусловлено тем, что на одном занятии дети знакомятся с движениями животного, а на втором повторяют пройденный материал. Занятия проводятся или в зале адаптивной физической культуры, или в спортивном зале. Дети в спортивной форме. Продолжительность занятия 30 минут. Вот тематическое планирование занятий на год. Домашние животные, лесные животные, животные, обитающие в водоемах, животные жарких стран, насекомые. 36 тем. Каждая тема рассчитана на 2 занятия. Структура занятия. Проверка осанки у стойки «Проверь осанку». Стойка «Проверь осанку» представляет из себя щит без плинтуса, прикрепленный к стене. Ребенок прижимает к стене пяточки, ягодички, спину и голову. Никаких слов «быстро проверяем осанку». Ребенок прислоняется к стенке и стоит с правильной осанкой. Торопить ребенка никогда не надо, потому что у него надо сформировать привычку проверки осанки. Дальше хождение по тренировочной дорожке и массажным коврикам. В каждую тренировочную дорожку входят следовые дорожки для стоп, дорожки для ползания с отпечатками кистей, массажные коврики, мешки с различными наполнителями, горох, бобы, фасоль, песок может быть в этих мешках, приспособления для перешагивания, канат и мягкие модули. Здесь тоже надо учитывать то, что по следовым дорожкам ребенок проходит, плотно прижимая стопу к следовой дорожке. Если это дорожка для ползания, то он прижимает свои ладошки к отпечатку своей ладошки. Большой палец отведен в сторону. На массажных
мешочках с наполнителями он может поработать пальчиками, пощупать, что там в мешочке спрятано. Камушки, горошки, орешки. Это ведь укрепляет мышцы пальцев ног. Значит, идет работа над стопой. Но для перешагивания, правильно перешагивать, учить детей, надо приподнять ножку, перенести ее через палочку, например, и поставить на всю стопу. Дыхательные упражнения. Цель дыхательных упражнений – обучение ребенка диафрагмальному дыханию, укреплению дыхательной мускулатуры. Часто бывает, что дети не умеют правильно делать вдох. Они хватают воздух ртом, раскрыли рот, надули щеки, и казалось, что набрали воздух. Учить детей правильно набирать воздух через нос. Губы при этом сомкнуты, можно пальчиком показать, закрыть, сомкнуть губки, и делаем вдох через нос, а выдох делаем через рот. Основная часть – беседа в круге о теме занятия. Детям рассказывается о том, в кого будем превращаться на занятии, о повадках животного, рассматриваются картинки, видеоролики, игрушки. Комплекс упражнений начинается с упражнения с массажным мячиком для совершенствования тактильных упражнений, для укрепления мышц пальцев, ладоней. Упражнения могут быть не только с массажным мячиком, но и с шишками, палочками, ветками, чурбачками, в зависимости от темы занятия. Эти упражнения способствуют совершенствованию тактильных ощущений, улучшению моторики рук, укреплению мышц рук, улучшается кровоснабжение. Общеразвивающие упражнения включают в себя упражнения для шейного отдела позвоночника, упражнения для дыхания, упражнения общеразвивающего характера. И дальше упражнения подражательного характера. Перед каждым подражательным упражнением мы считаем считалку-превращалку. Раз, два, три, повернись и в зверюшку превратись. А после выполнения упражнения считается обратная считалка-превращалка. Раз, два, три, повернись и в детишек превратись. Иначе поведете в группу и лягушек, и петухов. Конечно, дети будут и квакать, и кукарекать, но они сделали обратное движение. Они обратились, превратились снова в детей. Взрослый подходит к ребенку, прикасается плеча ребенка, называет имя ребенка. Можно имя произнести по команде взрослого всем вместе. Заключительная часть. Дыхательные упражнения. Можно повторить те, что проводили в вводной части. Подведение итога занятия. Спросите, в кого вы превратились на занятии, что вам понравилось. Ну и прощание в круге. Ребенок поворачивается к соседу справа, касается его ладошек своими ладошками, называя его имя и желает доброго утра, дня или вечера, в зависимости от того, когда проходило занятие. Вот давайте разберем тему кошка. Какое же необходимо оборудование? Ну, стойка «Проверь осанку», тренировочная дорожка, массажный мячик для каждого ребенка. С мячиком делаем упражнения, потому что обговариваем то, что кошка очень любит играть мячиком. Цветной маленький шарик из ткани для каждого ребенка. Игрушка-кошка. Содержание занятия, вводная часть, обучение проверки осанки, у стойки «Проверь осанку» в исходном положении стоя. Я осанку проверяю, а потом по следочкам шагаю. Хождение по тренировочной дорожке и дыхательные упражнения «Цветной шарик». На ладошке ребенка лежит маленький цветной шарик из ниток. Маленький цветной шарик, сделанный из ниток. Сделать вдох через нос и
помощью долгого выдоха сдуть шарик с ладошки. То же самое повторить, положив шарик на ладонь другой руки. Следить за тем, чтобы губы у ребенка при вдохе были сомкнуты. Основная часть – беседа о теме занятия. Кошка – это очень гибкое животное. Ни один зверь не подтягивается так усердно после сна, как кошечка. На занятии мы научимся подтягиваться, как подтягивается кошка по утрам. Кошка очень любит играть с мячиком. Мы будем укреплять наши руки с помощью массажного мячика и делать упражнения с мячом. С массажным мячом мы будем делать упражнения. Этот мячик непростой. Этот мячик непростой. Поглаживаем мячик ладошками. Мы чувствуем, ощущаем на ладони колючки массажного мячика. Весь колючий, вот такой. Перекладываем мячик из руки в руку. Между ладошками кладем, сжимаем мячик ладонями. Им ладошки разомнем. Сжимаем мячик ладошками. Вверх и вниз его катаем. Прокатывание мяча между ладошками. Свои руки развиваем. Упражнения общеразвивающие. Обязательно начинаем с упражнения для шейного отдела позвоночника. Упражнение «Сова». Вот эти упражнения мы повторим только для этого занятия, а для остальных занятий упражнения можно подобрать и упражнения с султанчиком, с гимнастической палкой, с косичкой, с гантелями, с обручем, с различным спортивным оборудованием. Упражнение «Сова». В исходном положении стоя опускаем и поднимаем голову под речевое сопровождение. Заметили, что все упражнения выполняются под речевое сопровождение. Для чего? Всегда задаем вопрос себе, для чего? Для того, чтобы ритмично выполнялось упражнение. Затем такое речевое сопровождение, оно способствует увеличению словарного запаса ребенка, тренирует его память и вызывает положительный эмоциональный настрой. Совушка днем спит, ночью летает, все видит и все знает. Упражнение второе. Мяч вперед. Держим мяч двумя руками, поднимаем мяч вверх и опускаем вниз. Мячик выше поднимаем, а потом его опускаем. Упражнение «Мячик убегает». Исходное положение стоя, ноги слегка расставлены, мяч в одной руке. Перекладываем мяч из одной руки в другую, переносим руки вокруг себя, мячик перекладываем за спиной. Сначала мячик убегает, а потом к нам прибегает. Наклоны с мячом. Тик-так, тик-так. Вправо, влево делай так. Повороты с мячом. Стоя на коленях, мяч держим двумя руками. Руки вытянуты вперед. Повороты туловища вправо и влево. С мячиком я повернусь и обратно к вам вернусь. Для упражнения к ножке в гости я схожу. Исходное положение сидя, ноги прямые, слегка раздвинуты. Мяч лежит между ногами в области стоп. Руки в упоре сзади. Перенести одну прямую ножку к другой через мячик, затем другую перенести обратно. Затем ее перенести обратно. И то же самое выполнить другой ногой. Ножка к ножке в гости ходит и друзей своих приводит. Высоко мяч подниму. В исходном положении сидя, ноги прямые, чуть разведены, мяч между ногами в районе стоп. Руки в упоре сзади. Соединить ноги, зажать мяч стопами, приподнять мяч ногами, опустить на пол. Поднимаю мячик выше, выше дома, выше крыши. Подражательное упражнение «Кошка просыпается». Попробуем, как кошка
потянуться всем телом, вытягивать руки и ноги, тянуться из стороны в сторону, зевать и всячески гримасничать. Исходное положение – встать на четвереньки и нагнуться вперед. Предплечья должны лежать перед коленями. Расслабить шею, как спящая кошка. Теперь кошка начинает подтягиваться, поднять голову, вытянуть руки вперед, поднять заднюю часть туловища и по-кошачьи выгнуться. Затем спину нужно прогнуть. Упражнение кошка добрая и кошка злая. Затем попеременно вытягивать назад правую и левую ногу. А напоследок вытянуть руки вперед и еще раз как следует потянуться. И если хочется, можно при этом зевать, что есть сил. Ну и заключительная часть – дыхательное упражнение мур-мур. Вдох через нос, а на выдохе произнести мур. Сакцентировав внимание на звук «р». Подведение итога занятия и прощание. Ребенок поворачивается к соседу справа, касается его ладошек своими ладошками, называя его имя и желает доброго утра или дня или вечера. Другая тема – тема слон. Оборудование, стойка, тренировочная дорожка, игрушка слон, по 2 султанчика для каждого ребенка, сделанные из целлофанового пакета синего цвета, потому что мы будем говорить о том, что хобот слону нужен и для того, чтобы поливать себя водой. Деревянные чурбачки для каждого ребенка для самомассажа. Содержание занятия, вводная часть, обучение проверки осанки у стойки в исходном положении, сидя на стуле. Здесь обратить внимание на то, чтобы ребенок свою спину прижал к спинке стула, сидел на стуле плотно, спина была прямая, угол между бедром и икроножной мышцей 90 градусов, ноги плотно были прижаты к полу. Я осанку проверяю, а потом по следочкам шагаю. Ну, здесь можно сказать, я осанку сидя проверяю, а потом по следочкам шагаю. Хождение по тренировочной дорожке, дыхательное упражнение султанчик. Ребенок держит в руке султанчик, сделанный из целлофанового пакета. Вдох через нос. При выдохе через рот приводятся в движение полоски целлофана. Основная часть. Беседа о теме занятия. Где живет слон? Для чего ему нужен хобот? Обратить внимание на то, что с помощью хобота слон может на расстоянии переносить бревна, чурбачки. Поэтому мы самомассаж ладошек будем делать сегодня с маленькими чурбачками. Называется волшебные чурбачки. Для проведения самомассажа потребуются сучья лиственных деревьев с ярко выраженной фактурой. Это могут быть стволы вербы или сирени. Чурбачки размером 10-12 сантиметров. Их необходимо тщательно подготовить, очистить и отшлифовать края. Чурбачок наш непростой, он волшебный, он лесной. Чтобы здоровыми нам стать, будем с чурбачком играть. Перекладываем чурбачок из руки в руку, энергично сжимая его в кулачке. Чурбачок наш на ладошке покатается немножко. По ладошке покатаем, пальчики не забываем. Рука лежит ладонью вверх, чурбачок на ладони. Выполняем перекатывание чурбачка по ладони до кончиков пальцев вперед, назад, а затем выполняем упражнение другой рукой. Упражнение слон. Слон – это огромный и очень сильный зверь. Слоны только кажутся неуклюжими. Они умеют быстро и бесшумно продвигаться по джунглям. Медленно передвигаемся на прямых руках и ногах друг за другом. А слоны очень любят играть. Игра называется «Перетягивание слона».
Встаем на четвереньки друг против друга, ноги и руки расставлены на ширину плеч. Опираемся на расправленные кисти рук. Каждый из игроков одну руку вытягивает перед собой и сцепляются друг с другом согнутыми пальцами, как будто бы держатся друг за друга с помощью хобота. Соперники тянут друг друга на себя. Кто же, интересно, перетянет? Другую руку от пола не отрывать. Ну, пары подбираются здесь, конечно, в зависимости от силы ребенка, от роста ребенка. Тема ежик. Тема ежик значит упражнение для кистей мы будем делать с шишками. Шишки могут быть разные. Еловые, сосновые, кедровые. Шишку можно пощупать, понюхать, ощутив запах леса. Сделать глубокий вдох через нос и долго-долго выдыхать. 1, 2, 3, 4, 5. Будем шишками играть. Будем шишками играть. Наши руки развивать. Перекладываем шишку из одной руки в другую. Шишку в руки мы возьмем и тихонечко сожмем. Ручка левая сжимает, правая ей помогает. Легкое сжатие шишки руками. Тут единственный минус бывает при выполнении упражнений с шишками, что осыпаются они. Но ничего, потом можно дать ребенку вместе с детьми этот мусор от шишек убрать. Упражнение ежик позволяет детям отключиться, уйти в себя, если они чем-то расстроены или при других неприятных обстоятельствах. Бывают ситуации, когда мы чувствуем себя слабыми и уставшими. Тогда лучше брать пример с ежика. Он сворачивается клубком и прячется под защитой иголок. Он отдыхает и ждет, пока восстановятся его силы. Это упражнение удобно делать в кровати, если ты не можешь заснуть, или тогда, когда ты сильно устал. Исходное положение лечь на спину и свернуться клубком, как ежик. Дышать при этом спокойно, наслаждаться покоем. Оставаться в таком положении столько, сколько хочется. А можно под покровом иголок спрятаться от волка или от лисы. Надо лечь на пол, спрятать под себя ножки, сгруппироваться, спрятать руки, спрятать голову. И под покровом своих иголок ежик защищен от опасности, защищен от лисы, от волка, которые боятся схватить ежика за его колючие иголки. Следующее упражнение, тема «Тигр». Это упражнение улучшает осанку и развивает реакцию. Позвоночник и мышцы спины укрепляются благодаря самопроизвольному напряжению и последующему расслаблению. Усиливается кровообращение в мышцах рук и ног и активизируются дыхательные функции. Исходное положение стоя выпрямиться. Исходное положение стоя выпрямиться и расправить плечи. Стопы находятся параллельно друг другу. Руки свободно опустить вдоль тела. Слегка присесть и подготовиться к прыжку. Согнуть пальцы рук так, словно это когти тигра, и быстро поднять руки вверх. И зарычать страшно, как тигр. Ну-ка, покажи когти. Встать и постоять в этом положении несколько секунд, затем медленно опустить руки и расслабиться. Если позволяет помещение, можно поиграть в тигра, вышедшего на охоту. Тигр, крадучись, ползет на всех 4 лапах, карауля свою добычу. Или упражнение «Обезьянка». В зоопарке люди проводят очень много времени возле веселых обезьян.
а те постоянно находятся в движении, озорничают, гримасничают, проказничают. Исходное положение – поставить ноги на ширину плеч, присесть и подпрыгнуть несколько раз, как можно выше. Обезьянки же прыгают. А затем можно весело походить по комнате на полусогнутых ногах, чуть наклонившись вперед. Ноги можно ставить на наружный край стопы. Можно весело попрыгать, представляя, что обезьянка срывает бананы с деревьев. При этом можно корчить рожицы и громко кричать. Где же еще детям покричать, как не на занятии? В заключение сесть на пол, скрестив ноги, положить руки на живот и посидеть в таком положении, пока сердце не перестанет сильно биться. Отдохнуть. Упражнение черепаха. Оно мобилизует шейные позвонки. Очень хорошо время от времени делать это упражнение, когда ребенок занят напряженным умственным трудом. Иногда мы завидуем черепахе, потому что у нее есть панцирь. Иногда она чего-то боится, когда она чего-то боится или хочет отдохнуть, то втягивает голову внутрь панциря, и панцирь полностью ее защищает. Исходное положение – встать в положение ноги на ширине плеч, руки свободно висят вдоль тела. Представь, что у тебя есть панцирь, как у черепахи, и ты все больше погружаешься в него, прячешься в него. Согнуть коленки, шея полностью расслаблена и все больше втягивается в плечи. Постоять несколько секунд в этой расслабленной позе. Покачать головой налево и направо и начать высовываться вверх из своего панциря. Вытянуть шею, чтобы было видно все вокруг. Замечательное упражнение. Делать его и взрослым полезно, и детям полезно. Ну, до методического обеспечения, вот посмотрите, какая литература, очень интересная книжка есть. «Правильная осанка и просто и весело». Библиотека доктора Нарбекова. Прям удивительные упражнения. Очень много упражнений подражательного характера. Самомассаж с использованием природного материала фолиовой. И примерно адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического развития. Ну, давайте еще, пока есть время, немножечко поговорим еще об упражнении. Вот упражнение «Змея». Змея – это гибкость. Змея – это хитрость. Лечь на пол, положить руки в области плеч, голову опустить на лоб и полежать в таком исходном положении. А теперь представим, что змея ищет себе добычу. Она хочет заглянуть в гнездышко, где спрятаны маленькие птенчики. Медленно поднимаемся на руках, прогибаем себя в области поясницы и заглядываем в гнездышко. А там никого нету. Рассердилась змея и медленно со шипением опускается и снова прячет свою голову. Положили голову, руки опустили, положили голову на лоб. Или змея хочет поменять свою шкуру, свою кожу. Можно повернуться из положения лежа на животе, повернуться вправо, затем повернуться влево, несколько раз повернуться вправо, несколько раз повернуться влево. Так постепенно змея меняет свою кожу. Она стаскивает с себя старую кожу и оказывается в новой, свежей, красивой коже. Или упражнение пингвины. Вот обожаю эти подражательные упражнения в силу того, что много сделать можно. Разные двигательные упражнения, увеличивать двигательную возможность ребенка.
Вот вообще жизнь животных – это какой-то божественный дар, это дар природы, который, может быть, до сих пор еще не изучен человеком. Почему то или иное животное делает именно так? Вот представьте себе пингвины. Вот почему именно папа-пингвин, самец, вынашивает яйца, вынашивает своего птенчика, а мама в это время уходит к океану добывать пищу, уходит, чтобы нарастить свои жировые запасы. Почему именно на лапах папа-пингвин вынашивает птенчиков, да еще и прикрывает маленького птенчика, чтобы защитить его от стужи своим брюшком? Почему они своих птенцов после того, как они вылупятся, они отводят в пингвиний детский сад, а потом собирается много-много, большая стая пингвинов, и они ходят по спирали, обучая птенцов, как прятаться от стужи. Когда они идут по спирали, те, что внутри спирали птенцы, они согреваются, а потом спираль разворачивается, и те, что оказались в конце спирали, они оказываются внутри спирали, они в это время отогреваются. Или жизнь пчел. Почему пчела, прилетая к улью, танцует возле улья, изображая круг? Какие-то пчелы танцуют, изображая круг, а какие-то пчелы танцуют, изображая восьмерку. А это оказывается потому, что эти пчелы-разведчицы, они летали, искали цветочную поляну. Если пчела увидела недалеко, учуяла недалеко поляну, она перед ульем танцует, изображая круг. А если поляна далеко, то она танцует, изображая восьмерку. Почему есть пчелы-уборщицы, которые своими крылышками убирают улей? Есть пчелы-няньки, есть муравьи-няньки, которые лелеют, нянчат маленьких детенышей. А есть муравьи-строители. Удивляешься, как эти муравьи маленькие, малюсенькие, и тащат на себе эту огромную ветку от лиственницы или от сосны. Вот как они это делают? Это загадочный мир природы. И вот если вот все эти движения делать вместе с детьми, они ведь получают огромный запас знаний. Не только у них развивается двигательная активность, но и получают они огромный запас знаний. На этом наш вебинар кончается. А еще хочу сказать, что зверюшек надо превращаться вместе с детьми и выполнять эти упражнения вместе с детьми. Тогда, когда взрослый рядом, вместе, им будет интересно. Так что творчество вам, фантазии, выдумки и всего хорошего. Берегите свое здоровье. На этом наш вебинар закончен.